человеческие святыни. Если человек, а тем более народ верит, например, в Аллаха, в Иисуса, в Яхве, нельзя оскорблять святыни. Это чудовищно, это настолько элементарно, давно известно человечеству, нормальной части человечества, во всяком случае. Вот поэтому оскорбление, глумление над синагогой, мечетью, христианскими храмами, если кто-то покушается, этих людей надо просто убивать. Натурально отлавливать и убивать просто. Вот есть недостатки в каждой религии, например, по мне, мусульманской особенно, исламской. Но критикую недостатки. Но против Господа, когда ты прешь, вот, и когда твой народ особенно, почти весь верит в Аллаха Всемогущего, а ты этого Аллаха поносишь, оскорбляешь там всякими этими словами непотребными, вот, ты совершаешь преступление. Тебя по меньшей мере надо бы одеть в намордник и посадить в каталажку на вечные времена, на пожизненно. Вот, это недопустимо в человеческом обществе, но поскольку мы слишком несовершенны, до вот такого возмездия мы еще не дошли. Вот, если кто-то всерьез думает, что он, вот, борясь против Господа Бога, там, исцеляет свой народ, например, это глубоко ошибочно. Вот, эти люди пытаются насмерть лечить впрыскиванием чумы. Вот таким образом среди чеченцев появилась целая банда этих чумных бацилл. Вот, в лице Чеченской демократической партии, вот, так называемой, ну и нескольких других партий, движений. Вот, вы как-нибудь послушайте, о чем говорят на этих голосовых чатах Чеченской демократической партии. Там особенно несколько этих солистов, какой-то Сумени или Сулейми, потом Ибрагим Какархо, там еще кто-то, в общем, там человек 5-6, вот как злобствуют, буквально исходят ядом непосредственно в адрес Аллаха Всемогущего, в которого верит 90% чеченцев. Вот я так, как журналист, как политический пенсионер, блуждаю по сайтам, по этим чатам, чтобы узнать, чем дышит поколение современное, поколение чеченцев. Айши действительно. Вот, и когда я набрел на сайт, на голосовой чат Чеченской демократической партии, я первое время ужаснулся, думал, незрелые люди не с того конца начинают делать доброе дело. И пытался им подсказать, как мог, что нельзя осквернять там Аллаха, там Яхве, Бога, там и так далее. Ведь сколько много недостатков во всех религиях, особенно в действиях носителей этих религий. Сколько недостатков. Критикуйте эти недостатки. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Вот, там у них и все декларации, программы, все, что они говорят,
о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же я, Штатская похоже, демократическая ошибался, они не республика отрицают Бога, Башва, Рамзан они не Кадыров, безбожники, они все, Шариатский многие из них суд. молятся там и так далее. Они отрицают, Так оказывается, вот эти они вот бред, бедуинский после бред, стольких событий, вот, который неприемлем для как они не боятся чеченского народа. шариатских? Вот. И в своей критике, если вы правы, может быть, действительно, в конце концов, вы сможете дойти до конечной истины и убедите народ, что Бога нет там и так далее. Превратите весь свой народ, все человечество в сплошных атеистов. Вот. Но нельзя, это настолько элементарно. И вот первое время, и главное, когда я пытался в спокойной манере подсказать им, вот как действовать, вот, но не Аллаха материть трехэтажным матом, а недостатки. Вот, особенно не недостатки, а преступления чеченских богословов, в частности, когда они посылают чеченскую молодежь в Украину, вот, убивать украинскую свободу, и это оправдывают там аятами из Корана. Вот, пожалуйста, вам есть арена для разворота. Критикуйте, пожалуйста. Вот. Но как только я начинал им говорить, они сразу начинали меня облаивать, там, прерывать и так далее. Ну и в конце концов я понял, что это там бесполезно, что надо это дело просто горькую пилюлю проглотить и принять к сведению, что в твоем народе появились чумные бациллы. Из ныне Отчет, сущих отчет руководству, да, в России. Что завуалировано, отчет мои руководства, Меш, если кто не понимает, как это происходит. все отдаю Чеченской демократической партии. Вот, там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога, они не безбожники, они все, многие из них молятся там и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бред, бедуинский бред, вот, который неприемлем для чеченского народа. Вот. В общем, долгое время я думал, что это от тупости, незрелости от чеченской массы. Вот. Но тут дело не в тупости. Мне тут подкинули дополнительную информацию. Вот. Основатели вот, этой ЧЛП, вот, видимо, на крючке у российских спецслужб каким-то образом. Вот, и их озадачили вот, внести раскол в чеченское общество. Мы и так разобщены, чеченцы, там, секты, кланы, там, ну и так далее. А тут бить по самому святому. Поэтому, чеченцы, нахчи, господа, если мы сейчас не защитим ислам, то весь чеченский народ через какое-то время превратится в атеистов. И к тому же Запад добьет нас, как отъявленных негодяев потом. Я подсчитал 4 группы ФСБшников, вот, пущенные вот, для этих целей, опошлить чеченскую историю. Вот, в частности, ЧДП, так называемая Чеченская демократическая партия, точнее... Из ныне сущих партий, общественно-политических движений, я предпочтение все отдаю Чеченской демократической партии. Вот, там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о
о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бредни, бедуинский бредни, вот, которые неприемлемы для чеченского народа. Они говорят, это чумная демократическая партия. Вот, религиозная партия с этими бородачами, которые призывают чеченцев до сих пор к джихаду, к шариату там, и так далее, это вообще погибель, страшная погибель для чеченцев. Вот, некий Вени Вице там очередной, значит, и как же, Дзурдугетия есть чат, и они, вот, 4, значит, ФСБшные, 100% ФСБшные эти прорусские чаты усиленно, форсированно пашут на опошлении чеченской истории. Ты всегда призываешь к единству с русскими, они наши главные враги. Нет, ребята, наши главные враги не русские. Наши главные враги внутри нас. Вот, внутри нас это главные враги. Поэтому, а то, что русские захватывали, там, ну это, я уже говорил об этом, но приходится повторяться. То, что было между нами, между русскими и чеченцами, это историческая закономерность. Большие и сильные народы всегда поглощают малый народ. Такова мировая история, понимаете? Иначе не бывает. Французы уж насколько продвинулись они в области гуманитарной, философской там, и так далее, человеческой даже. И то французы долгое время имели колонии, захватывали, тоже убивали, проявляли жестокость к алжирцам, марокканцам. То же самое англичане там расстреливали сипаев. В общем, это все делали, испанцы делали, даже малюсенькие бельгийцы делали, когда они были сильны. У них в Африке были огромные территории, бельгийская Конго там, и так далее. Это закономерность историческая. Мы, чеченцы, оказались под колесами истории просто, понимаете? А сами русские, это великолепные люди, это добрые. Уж насколько их пытаются фашизировать. Вот. Они не фашизируются, понимаете? Среди русских можно жить вольготно. Главное, не делай им зла, и они будут тебе всегда добры. Вот я среди русских прожил полжизни. И жил там припеваючи, между прочим. Вот. Ко мне русские относились с большим уважением. Потому что я им, когда мог, помогал. Там, когда я нуждался, они мне помогали. Человеческие отношения были нормальные. И сейчас тысячи, сотни тысяч чеченцев живут по всей России, живут припеваючи. Вот. Поэтому а судьба у нас одна. Ведь у нас общие враги, общие беды. И у русских, и у чеченцев. Вот. И русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без
русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова, мы, чеченцы, ноль, зеро. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова, мы, чеченцы, ноль, зеро. В плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова, мы, чеченцы, ноль, зеро. Вот. Образом будут уничтожены русские. Вот. Мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова, мы, чеченцы, ноль, зеро. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Нам все оставшееся время надо жить сквозь годы, часть в мире, в союзе, и вместе бороться за наше будущее. Вместе выжить. Мы или вместе выживем, или вместе сдохнем. Нас скоро тестируют, потом вакцинируют, потом типизируют, как на ферме скот. Вот, и, в общем, ждет нас такая участь без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Это великолепный народ. Это, я вам скажу, без ложной, без всякого привлечения, это без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Вот, и, в общем, ждет нас такая участь без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Вот, и, в общем, ждет нас такая участь без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Это великолепный народ. Это, я вам скажу, без ложной, без всякого привлечения, это самый хороший народ. Я вам говорю, вот, их тут комар делает на меня покушение. Ненавидите, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Это великолепный народ. Это, я вам скажу, без ложной, без всякого привлечения, это самый хороший народ. Я вам говорю, вот, их тут комар делает на меня покушение. Совершает, вернее, покушение. Как ни пытаются русских фашизировать, вот все эти столетия со времен Петра, вот русский народ не фашизируется. Вы понимаете, насколько у них запас добра велик вот в этом русском народе. Вот Гитлер смог за 6 лет фашизировать свой народ. Там были, конечно, объективные исторические условия там, и так далее. Но эти же похлеще условия были и в России. Но, тем не менее, русские не фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. условия там, и так далее. Но эти же похлеще условия были и
в России, но тем не менее русские не фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Почему Россия... Вот, ну, например, вот, меня приглашали, а иногда я сам набредал на эти чаты. Ну, как журналист, мне интересно, как журналисту, писателю, политику, мне интересно, о чем думает молодежь. А в этих чатах присутствует и молодежь, и вообще наша чеченская публика. И когда я слушал их речевки, мне думалось, что это от незнания, от недопонимания, там, от малограмотности исторической. Они чешут такую чушь. Я пытался им подсказать, что не надо, к примеру, откровенно оскорблять Аллаха, пророков. Это неприлично в людском обществе. Тем более в чеченском обществе, где 99% верующих, активно верующих или пассивно верующих, вот, или сочувствующих исламу. Вот. А для многих, для очень многих чеченцев, ислам, Аллах, пророк Мухаммад – это вообще святыни. Они ради этой святыни готовы пожертвовать своей семьей даже. Вот. И бить по-святому – это сатанинский метод. Нельзя бить по-святому. Потихоньку просвещай, например, критикуй недостатки там иудейской религии, христианской, мусульманской религии. Там ведь столько недостатков. Критикуй недостатки, а вот эти святыни явные, которые ты не оборешь никак, так. Вот. Оставь в покое Аллаха, пророка. Вот. Они пытаются 90% по меньшей мере чеченского народа. Ведь этим пользу не принесешь. Ты только раздраконишь чеченцев, натравишь одних против других. А это то, что надо нашим угнетателям. Вот. Усугубить противоречия и без того существующих в чеченском. А противоречия почве – это очень сильные противоречия, непримиримые. Вот. И без специального задания там, российских спецслужб вот, ЧДП это не могло, во-первых, появиться вот в таком остолопом варианте. Сущих партий, общественно-политических движений, я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Вот. Там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бредни, бедуинские бредни, вот, которые неприемлемы для чеченского народа. И то, что они делают, выполняют заказ ФСБ очень добротно, между прочим. Очень добротно. Поэтому, ребята, держите ухо востро. Вот. Повторяю, нельзя насморк лечить впрыскиванием чумы. Вот этих чумных бацилл вот, запустил Кремль в чеченское общество. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений, я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Вот. Там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бредни, бедуинские бредни, вот, которые неприемлемы для чеченского народа. Припеваючи. Вот.
Поэтому судьба у нас одна. Ведь у нас общие враги, общие беды. И у русских, и у чеченцев. И русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Мы без русских ничто. Как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Поймите. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Нам все оставшееся время. Чеченцы ноль. Зеро. Поймите. Белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Поймите. Как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Поймите. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Нам все оставшееся время надо жить сквозь годы, часть в мире, в союзе, и вместе бороться за наше будущее. Давайте это просто закроем навсегда. Русские наши братья фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте это просто закроем навсегда. Русские наши братья фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте это просто закроем навсегда. Русские наши братья. Какая-то шушера шлеп. Чеченцы – это народ, находящийся всегда на особом счету у колонизаторов наших. Поэтому чеченцев надо взрывать изнутри. Это метод, давний метод российских оккупантов. А чтобы этот метод действовал эффективно, запустили эту банду из чумных бацилл. Но тем не менее русские не фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте это просто закроем навсегда. Русские наши братья. Которая называется Чеченская демократическая партия. Там никакой демократии не пахнет. Истинный демократ не может оскорблять чувства верующих. Никак не может. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Там у них все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся и так далее. Они отрицают, оказывается, эти бредни, бедуинский бред, который неприемлем для чеченского народа. Вот такие дела, ребята. Так что держите ухо востро. Не слушайте этих чумных бацилл. Давайте мы рассмотрим предложение в порядке поступления. Товарищи, слушаю вас. Братья, если бы
не было бы другого предложения, я бы сказал, давайте, братья, продолжим съезд до тех пор, пока они не начнут нас стрелять и не начнут дубинками разгонять. Я бы так сказал. Но, к счастью, к счастью, среди нас присутствуют люди из соседних республик, которые пришли к нам за советом, за помощью, много гостей у нас, и ряд других факторов, которые вынуждают меня сделать вам другое предложение, если вы примете. Значит, обстановку в стране, вы знаете, сейчас кровь льется, мусульмане узбеки, мусульман киргизов громят и так далее. Кому это на руку, мы знаем, кто это делает усиленно. Перед тем, как быстро, окончательно, как говорится, упасть и превратиться в прах, они хотят немного крови пролить. Мы должны отреагировать точно на это, создав немедленно, нарушая регламент, перескакивая регламент, считать учрежденным съезд, состоявшимся так, быстро инициативная группа и подавляющее большинство инициаторов знают, кто является кандидатом в наши руководящие органы и так далее, и так далее. Вот по этим двум главным моментам пройтись так быстро нам, общим голосованием зафиксировать, как полагается. Так? Значит, и прервать на этом съезд. Раз. Я предлагаю этот съезд провести в Чечен-Ингушетии. Но только с одним условием, чтобы инициативная группа прямо с завтрашнего дня, в течение 2-3 недель, я знаю, что многие из нас устали, 1000 километров покрыли. Ну, что сделать? Такова наша, видимо, доля. Нам еще надо уставать, нам и гибнуть надо, если надо. Нам и 1000 километров еще надо покрывать. Это нам всем зачтется, иншаллах. Поэтому, несмотря на все эти трудности, мы еще раз покроем 1000 километров, но инициативному съезду надо, инициативному комитету хорошо поработать, войти в сношение с чечено-ингушскими властями, если надо. Нам и 1000 километров еще надо покрывать. Это нам всем зачтется, иншаллах. Поэтому, несмотря на все эти трудности, мы еще раз покроем 1000 километров, но инициативному съезду надо, инициативному комитету хорошо поработать, войти в сношение с чечено-ингушскими властями. Вот, первое время они тоже сделают такой же трюк, как и астраханские власти. Но мы там, я надеюсь, общими усилиями это пробьем в Чечен-Ингушетии, иншаллах. Так? И там, определив место, продолжим съезд, который прервали местные представители власти, которые сорвались со своего лица ширму, если она у них даже была до сих пор, оперируя законами, по которым занимались массовым людоедством в 30-х годах, бессовестно. У них даже Аллах разум помутил настолько, что они имели вот такую, я не знаю, даже это глупостью нельзя назвать, оперировать к закону 30-х годов. Это вообще ужас дикий. Это законы, по которым люди поедали и убивали. Так что это лицо мы знаем. Вежливо, я считаю, пройдя эти два момента, организационно проголосовал, быстро прервать съезд до следующего раза. У меня такое предложение. Минуточку, успокойтесь. Для того, чтобы вы немного успокоились, я исправлю свою ошибку. Правда, это не моя ошибка, но нас заранее не известили. На нашем съезде присутствует представитель Кавказской ассамблеи, зампредседатель Координационного совета Кавказской ассамблеи, председатель Войнавской демократической партии, драматург Зелимхан Яндарбиев. Поприветствуем его. Вот он сам. И редактор газеты «Кавказ» Муса Тимишев. Теперь продолжим повестку дня. Товарищи, минуточку, никому слова я не дам, пока я буду действовать согласно нашей повестке дня. Не обижайтесь, братья мусульман. Я вас уважаю, уважайте и вы меня. Вас много, я один. Будем продолжать. Товарищи, к нам поступило предложение, выдать от вас предложение всех считать состоявшим и учредить его.
Возглавляю партию Возрождения. Кто за то, чтобы... Я прошу прощения, я извиняюсь, еще раз прерываю. Я вас, братья-мусульмане, убедительно прошу называть это не партией, потому что само это слово, оно сужает рамки нашей деятельности. Теперь активно взялись за мою персону рыцари плаща и кинжала российского. Я не знаю, почему контора глубокого бурения России обращает внимание на мою персону, хотя я давно в большой политике не участвую, просто иногда высказываю свое мнение по поводу тех или иных событий. Вот, ну, в общем, взялись за мою персону основательно. На этот раз они в качестве компры вытащили мое выступление на съезде мусульман Советского Союза в 90-м году в Астрахани. Поэтому я поясню, в связи с чем это было мое выступление, хотя я в нескольких роликах рассказывал о своем участии в этом, на этом съезде мусульман Советского Союза. Я участвовал с конца 70-х годов, все 80-е годы, почти во всех, абсолютно во всех значимых демократических движениях не только Кавказа и России в том числе. Я активно посещал в 70-е годы проповеди христианского священника Дмитрия Дудко. Вот был большой умница, правда, его КГБ сломали. Вот, я, значит, посещал с большим интересом для себя, посещал проповеди Глеба Якунина. Потом с ним познакомился, мы с ним дружили вплоть до его смерти. Он был потом в Государственной Думе депутатом. Я участвовал в дворянских собраниях. На одном из собраний даже был принят почетный дворянин дворянского собрания. Вот. Ну, это была фикция, в то время было модно. Вот, возрождать разные там отжившие движения там и так далее. Вот, с большим удовольствием слушал песни, которые для меня звучали впервые в то время. «Четвертые сутки», «Пылают станицы» там и так далее. Ну, все эти белогвардейские, красногвардейские запрещенные песни слушал. Живо интересовался я всеми абсолютно движениями. Мне было интересно узнать обо всем, все и обо всем, настолько, насколько это было возможно. Ну, а в жизни мусульман я, естественно, участвовал с большим удовольствием. Хотя такого активного движения мусульманского до 90-го года я не припомню. Может быть, где-то и было, но я не припомню. Вот. И ну, я был приглашен, кем я был приглашен, уже и не помню, Умаровым Айсой, моим двоюродным братом, на съезд. Вот. На этом съезде, в общем, съезд начался, и в ходе съезда, там буквально там час-полтора прошло, вот нас окружили войска, внутренние МВДшные войска, здание ДСАФ. В здании ДСАФ проходил съезд.
Вот. И полковник, который командовал внешним оцеплением, и какой-то лейтенант или капитан, не помню, который шнырял между этим полковником и нами, потребовал срочно очистить помещение, где проходил съезд. В общем, все были в замешательстве. Вот. Ну, по просьбе этого Ислама Халимова и аварский богослов был, такой рыжебородый, умный парень. Они меня попросили что-нибудь предпринять. Ну, у меня было удостоверение специального корреспондента газеты «Советская Россия». Это орган ЦК КПСС был, если кто-то помнит. Я вышел на переговоры с этим полковником. Вот, он наговорил ему кучу там этих стандартных фраз, что мы за Горбачева, за перестройку, за гласность там, и так далее. Мы находимся в окружении врагов, в том числе и религиозных врагов, поэтому вот на этом съезде мы собрались, чтобы разоблачать врагов перестройки там, и так далее. Показал удостоверение, представился. Ну, короче, я этого полковника уговорил. Зашел в зал, ну и выступил там минуты 2-3, наверное. Вот, выступил с, ну, и кто видел этот ролик, значит, слышали, что я там говорил, что не надо расходиться, там, и так далее. В общем, съезд продолжается, бал продолжается. Вот таким образом я оказался вот на этом съезде, защитил этот съезд. Мы в течение дня, нам дали, они хотели провести этот съезд в 2 дня, но поскольку нам в ультимативной форме заявили, что 2-го дня не будет, и, ну, я еле-еле уговорил, чтобы дали возможность хотя бы этот день довершить до конца. Вот. На что этот полковник дал согласие, и мы провели этот съезд до конца. Вот история моего выступления. По поводу основной темы, которую надо будет раскрыть, я сделаю отдельный ролик, поэтому на этом всех благ вам, ребята. Стадион Дудаевси, Напос, Царди, Да, أسألك هذين ده جمال سياحية خلينا نقول شو تدخل سفر دوا بدو ديني وآدمي كذا بسنك. Я всех знал, я Даниила Адама знал, я генерала Рохлина знал, я ученых знал. Грачева знал. Нет, Горчева, к сожалению, не знал, но многих знал. Я журналист и всегда шел на пролом шел. Да, он на всю республику по телевидению говорил. Колам здечан, теоду. Ну вот, перестроиться где заходит, колам где заходит, отмудуй. Вот. Суде, ну, где он согласился. Вчера такого молили, бехда арбил был джихадист, отбитивший. Прекрати это, он не прекращал, да и. Что вот я муса делал, вот да, там,
море. Море губишь, Астрахань, 89-й, 86-й. Астрахани, посмотрите мои ролики, я в Астрахани был как журналист, как специальный корреспондент советской газеты, органа ЦК КПСС. Потому что Голосование на этом. я боролся за то, чтобы сохранить этот съезд, чтобы этот съезд прошел до конца. Нас окружили войска, хотели всех пересажать. Даниил, это твой КГБшник, он никогда не был моим КГБшником. Герой, что и инициативу перехватить, что главный один должен тебя, это и номер, а КГБшник, я что играю тебя, это молодец, все отлично, это полностью, список и... Да, это улучшим, да, это улучшим. Дичник, он вот тут, что они вы собрали еще чумные бациллы. Вы вообще питантас арбию, матас, питан, матас. Собрание, что амелли, выход без что я не ногти что, и он говорит, на гневу, темпо, могу, да, могу, это. Слово для доклада предоставляется представителю Северного Кавказа Бауэрни. пригонять и так далее, вот как на это реагировать, у нас должны быть свой конкретный план. Они это начнут. Или сейчас. И вот я же ему дал понять, из-за их действий в нашей стране вот столько очагов кровопролития. Может такой совершенно невиновный, который пришел на съезд, может пострадать здесь. Поэтому давайте, я вот предлагаю, неужели нельзя нам, товарищ мне сказал, что мы взяли это в аренду эту вместе на сегодня и на завтра. Аренда уже заплачена. Так, мы вас поняли, все, хватит, я вас понимаю. Течение нас кто-нибудь выгонит раз. Брат мусульман, извини, пожалуйста, мы должны работать еще. И нам еще служи охотно. Давайте мы рассмотрим предложение в порядке поступления. Товарищи, слушаю вас. Бисмиллахи
создав немедленно, нарушая регламент, перескакивая регламент, съезд, состоявшийся так, быстро вы, инициативная группа и подавляющее большинство инициаторов знают, кто является кандидатом в наши руководящие органы и так далее, и так далее. Вот по этим двум главным моментам пройтись, так, быстро нам, общим голосованием зафиксировать, как полагается, так, значит, и прервать на этом съезд. Раз. Я предлагаю этот съезд провести в Чечен-Ингушетии. Значит, и прервать на этом съезд. Раз. Я предлагаю этот съезд провести в Чечен-Ингушетии. Значит, и прервать на этом съезд. Раз. Я предлагаю этот съезд провести в Чечен-Ингушетии. Значит, и прервать на этом съезд. Раз. Я предлагаю этот съезд провести в Чечен-Ингушетии. Но только с одним условием, что инициативная группа прямо с завтрашнего дня в течение 2-3 недель, я знаю, что многие из нас устали, 1000 километров покрыли. Ну, что сделаешь? Такова наша, видимо, доля. Теперь Он просто журналист. Маков простой русский парень. Ну, это просто, это случайно, букваш. плаща и кинжала российского. Я не знаю, почему контора глубокого бурения России обращает внимание на мою персону, хотя я давно в большой политике не участвую, просто иногда высказываю свое мнение по поводу тех или иных событий. Вот, ну, взялись мою персону основательно. На этот раз они в качестве вышли выступление на съезде мусульман Советского Союза в 90-м году в Астрахани. Поэтому я поясню, в связи с чем это было мое выступление, хотя я в нескольких роликах рассказывал о своем участии в этом, на этом съезде Советского Союза. Я участвовал с 50-х годов, все 80-е годы, во всех, абсолютно во всех значимых демократических движениях, не только Азии и России в том числе. Я активно посещал в 70-е годы проповеди христианского священника Дмитрия Гудко. Вот, был умница, правда, его КГБ сломали. Вот, я, значит, посещал с большим интересом для себя, посещал проповеди Глеба Якунина. С ним познакомился, с ним дружил вплоть до смерти. Допустим, что есть училище. Да, сюда. Да. Аварцы были аварские друзья. Адуев, Зумсар, Альбек Хаджи, восстание обращались всегда к аварцам за помощь, аварцам, даргинцам. Почему мы должны бояться выпрашивать свое? Они соглашаются с ними. Буэйсер согласился с ними и промолчал 23 февраля, как обычно. Видишь, там, да, ну тут, знаешь, тут тоже надо таким грамотных людей сказать. Если Кавказские федерации ЕСЛ, Руслан Кутаев выдвинул эту идею, надо создать Кавказскую федерацию без внутренних границ. Это как понимать? Чеченская территория, Аварская территория больше, и внутренних границ.
Отменить надо нахрен эти внутренние границы. Да. نخشخ وزن إيش مصور نخشخ сан пассионарный ما بعرفش تعال такой действительно Ауховский Махачкала, ну с ума мы подомнем всех тогда. Да. Поэтому грамотно надо делать. Земля, да пожалуйста, забирайте там, всю Чечню присоединяйте к Дагестану, пожалуйста. Давайте сделаем Кавказскую Федерацию общую. Вот, Южный федеральный округ, Яс, вот, Волга, Дон и Да. Кавказский хребет, вот весь этот федеральный округ, весь объявить как федерация. Без внутренних границ. Лезгинская, Южная. Кавказский Эмират, лайт-версия. И все, ночью беру сразу. И даже Махач подомнут. Граница, что они... Граница, вот, вы мусульман, мы мусульман, мы не Кавказ, у нас не Украина. Внутренние границы надо убрать. И пока есть внутренние границы, всегда будут споры. Да. У нас общие враги, и у русских, и у чеченцев. Русских и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять. И славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Вот. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Ответ четко не виляет. Ты за шариатское государство или за западный ЛГБТшный вариант. Мещанск. Мгезер. Я решительно против шариатского государства. Я считаю это гнусной демагогией. Я сам мусульманин, глубоко верующий мусульманин. Но против шариатского государства, потому что в мире не было образцового шариатского государства. Были султанаты, эмираты там, и так далее, и ныне сущие там эти Саудовская Аравия, там Йемен, Афганистан. Вы знаете, что за государство, что за шариат. Там сплошное мракобесие, издевательство над простыми мусульманами. Давайте не будем. Мы чеченцы вчера только познакомились с Рафим Алваевым, а сегодня вдруг будем сооружать шариатское государство. Алдумады. Давайте сделаем первый шаг сначала, построим нормальное, демократическое, толерантное государство. Вот, там, где будет стимулироваться богословие, в том числе и исламское богословие, вот, чтобы подготовить народ к шариатскому правлению, там, ну и так далее. А там будет видно, как быть дальше. Но сегодня говорить о шариатском государстве – это просто издевательство над чеченским народом. Или из-за незнания, или из-за ценного указания ФСБ, вообще российских этих спецслужб. Вот. То есть он правильно подумал. Он, кстати говоря, и со мной посоветовался. От меня приглашают, может отказаться. Я ему решительно посоветовал не отказываться. Почему? Потому что одно дело он или я, мы выступаем там в отдельных роликах, там нас мало кто слышит. А другое дело, он будет выступать с площадки ПАСЕ. То есть на весь мир он может озвучивать нужды чеченского народа, вот, который находится под
под страшным катком российским. Это раз. Второе, ну, когда припирает необходимость, в политике часто такое делается, когда припирает необходимость, тот или иной политик идет в альянс ну, с политиком противоположной стороны. По принципу «помирись с чертом, пока брод не перейдешь». Вот, например, классический пример. СССР и Соединенные Штаты это были антагонисты, как мы знаем. Вот, СССР был могильщик Соединенных Штатов и наоборот. Но когда грянула общая беда, когда появился Гитлер, вот, они объединились, вот, как лепшие друзья. Америка помогла ленд-лизом, там, оружием завалила. Презирать, например, или преследовать. Он же приносит пользу. А его ориентация – это его дело. Вот Сталин был геем, Берия был геем, Ежов был геем, полковник грузин, как же его фамилия-то, надо обязательно вспомнить. В общем, тоже был геем. Очень много геев. Одни геи-злодеи, такие как Сталин, а другие геи, как Чайковский, нормальные люди, даже сверхнормальные. Вот. Это что касается геев, как мне видится, например. Я Руслана знаю уже лет 30, наверное, 25. Нет, даже 30, наверное, да. Около 30 лет знаю его. Вот он лично ничего не имеет против геев. Он просто констатирует отношение большинства чеченского общества, да и российского тоже, в не меньшей мере, к проблемам геев. Осветил как эксперт. Теперь, что касается традиционных чеченских ценностей, я уже так мельком коснулся, но еще раз скажу штришком, те традиционные ценности, которые были у чеченцев, там, скажем, 200, даже 100 лет назад, вот, они были ценные, нужны, значит, чтобы выжить отдельно взятому чеченцу в рамках своего тейпа, в рамках вот именно этих традиционных ценностей. Но сегодня эти ценности, они не традиционные, а архаические, вредные для чеченцев. Это вторая проблема. Третья проблема – сионизм. Я, к сведению чеченской публики, особенно русской публики, сейчас в России антисемитизм расцветает пышным цветом. Хочу коротко просветить по поводу антисемитизма. Значит, сионизм – это идеологическая основа сионизма. Вот в чем суть сионизма? Сионизм – это идеология, призывающая евреев вернуться, репатриироваться на свою историческую родину, в Израиль. И все, абсолютно, больше ничего. Ну, вокруг этого там одни сионисты шлепает мои фотографии в числе этих атеистов чеченских. Вот я еще раз напоминаю тем, кто не ведает, я глубоко верующий мусульманин, да, поэтому
напрасны ваши потуги. Если у вас есть другая компра на меня, пожалуйста, шлепайте. Значит, ваш аргумент, что я атеист, у вас не сработает никак. Меня знают по меньшей мере сотни людей, лично знают. И они все знают, что я, может быть, не совсем образцовый, но что я мусульманин, да, Аллах. Был, есть и умру мусульманином. И саду шаллаху. Я обращаюсь к атеистам чеченским. Многие из вас искренне заблуждающиеся, вот, пожалуйста, переосмыслите свое отношение к исламу. Без веры, без веры в Господа Бога человек вырастает скотиной, натуральной скотиной. Без веры не может быть морали. Вот, мораль во все века, она вырабатывалась в глубинах веры. Вот, будь то языческая, будь то авраамическая, гуманизм, возлюби ближнего там, и так далее. Все ребенок должен вырастать окруженный верой. Вот, верой в Аллаха Всемогущего. А сейчас, тем более, в эти жуткие времена, атеисты вносят очень вредный вклад в дело расслоения чеченского общества. Вот, я советую вам критиковать тех, кто под знаменами религии совершает преступления. Такое есть, правда. Но Всевышнего и вообще религию я вам советовал бы сейчас не трогать. Образуемтесь, господа атеисты. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все же отдаю Чеченской демократической партии. Вот, там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень здорово. И к тому же, я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бредни, бедуинские бредни, вот, которые неприемлемы для чеченского народа. Страна как-то изменила методы внутренней политики, методы управления, прекратила эти бессудные убийства, вот, грабежи, вот, которые уже, короче, были такими же, как и при Дудаеве, и при Масадове. Вот, чтобы они как-то поступились своими принципами, изменили. Еще раз повторяю, методы своего управления, а мы перестали там их рядить в неисправимых врагов народа, потому что при всех ошибках и преступлениях, которые совершил и продолжает совершать Кадыров со своим окружением, он много и полезного сделал. То, что не сделали ни Масхадов, ни Дудаев. Поэтому с учетом этого сделанного полезного, в общем, короче, я предлагал способы примирения. Вот, все это оказывалось, опять же, в тот же унитаз. Вот, никто не хотел поступаться своими. Одни не хотели поступаться своими принципами, вот, ну, во всяком случае, видимыми, слышимыми принципами, а другие вообще не хотели поступаться своей беспринципностью. Я имею в виду кадыровскую сторону. Вот, и ну, ко мне всегда обращались и до сих пор продолжают обращаться, там, болеющей душой
за будущее чеченского народа, вот, интеллигенты, известные люди, бизнесмены и неизвестные, сделать что-нибудь. Ну, а что я могу сделать? Что я могу, то я пытаюсь сделать, но все унитаз, ребят. В юности, когда я зачитывался французскими романами, эссе о том, как лидеры национально-освободительных движений Алжира, Туниса, Марокко перебирались в Париж и там спокойно жили и продолжали борьбу за национальное освобождение, я всегда удивлялся так, в тайне. Ну как это они могли так спокойно жить в Париже, ведь они боролись за свободу своей страны, там, Алжира, там, и так далее. Я, разумеется, не понимал всей картины, вот, поэтому удивлялся. А сегодня взрослые чеченцы, наверняка имеющие высшее образование, складно говорящие, вот, удивляются, как это Муса Темишев перебрался в Москву из Грозного, и там, в Москве, продолжал национально-освободительную борьбу. Ну, для совсем не знающих я все-таки поясню. Значит, в Москве и в Питере, и вообще в больших городах, особенно в России, в те годы, постперестроечные годы, вот, властвовал либерализм, демократия, свобода слова, гласность там и так далее. Журналисты писали что угодно. На Первом канале даже трехэтажным матом крыли самого Ельцина. Вот, и, в общем, вот сегодняшней ситуации российской не было вот тогда. Вот, вполне в Москве можно было жить и надеяться, что тебя не схватят. Там, тем более я никогда против русского народа конкретно, или там еврейского народа, украинского народа. Против народа я никогда, ни тогда, ни сейчас, ни в будущем не говорил и не буду говорить. Я говорил о притеснениях, о том, что чеченцам нужна свобода там, и так далее. Поэтому таким, как я, была большая лафа и в Москве, и в Питере, и в Ростове, и в Волгограде. Вот. А в Москве особенно. Это Москва в то время был центр демократии. Таким, как я, была большая лафа и в Москве, и в Питере, и в Ростове, и в Волгограде. Вот. А в Москве особенно. Это. Поэтому таким, как я, была большая лафа и в Москве, и в Питере, и в Ростове, и в Волгограде. Вот. А в Москве особенно. Это Москва в то время был центр демократии. Вот. Поэтому Темишев перебрался в Москву. А куда мне было еще деваться? Вот. И там спокойно продолжал борьбу. Вот. Очень эффективно продолжал борьбу за свободу чеченского народа. Вот я повторяю, после взрывов домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве, вот я первый среди чеченцев, среди всех, вот, обвинил Кремль во взрыве. И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы,
чеченцы ноль. Чеченские демократы, Аслаханов, там, ну, и многие другие считали, что Темишев с ума сошел, как это российские спецслужбы взрывают своих собственных граждан. Это уже совсем там, за пределами разума, Темишев совсем с ума сошел и так далее. Да? И вот. Одним словом, я жил и боролся. И когда в Москве уже, в России стала наплывать диктатура, вот, тогда я вынужден был уже бежать из Москвы во Францию. Вот. Такие дела, ребята. Если вы, кто-то из вас хочет брызгать ядом в мой адрес, вы Без комментариев. Рамштайн, слететь Цадыра. Интернет, что-то. Ага, вырубилось у меня конкретно. Давно вырубило, минуты, 2. Вот, прямо сейчас. Минут, я сказал, что минут. Наверное, минуту назад отмотаю. брызжете ядом впустую и этим самым выказываете свое тупоумие. Вот. У меня без ложной скромности хрустальная биография, ребят. Шумоссо вы не сможете меня очернить. Никто абсолютно. В этом мире нет ни одного человека, который мог бы обвинить меня в неискренности там, и так далее, в предвзятости. Так что напрасно ваше совершенство. Их вовсе не достоин я, ребят. Вот поэтому чеченцы, наши господа, если мы сейчас не защитим ислам, то весь чеченский народ через какое-то время превратится в атеистов. И к тому же Запад добьет нас, ну, как отъявленных негодяев потом. Времен крестовых походов даже. Вот. Все совершают христиане почему-то. Пытаются обвинить жертву. Христианские страны захватывают, бомбят Афганистан, вот, Ирак, Ливию долбят ни с того. Вот. Везде след христианский, а пытаются обвинить мусульман. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать. Это главная, основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Чеченцы будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-е, 10-е, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Без сомнения, это исторический день. В счету колонизаторов наших, поэтому чеченцев надо взрывать изнутри. Это метод, давний метод российских оккупантов. Вот. А чтобы этот метод действовал эффективно, вот, запустили вот эту банду из чумных бациллов.
которая называется Чеченская демократическая партия. Там никакой демократии не пахнет. Из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все отдаю Чеченской демократической. Вот поэтому из ныне сущих партий, общественно-политических движений я предпочтение все отдаю Чеченской демократической партии. Вот. Там у них и все декларации, программы, все, что они говорят, о чем спорят, все очень, очень даже здорово. И к тому же я, похоже, ошибался, они не отрицают Бога. Они не безбожники, они все, многие из них молятся там, и так далее. Они отрицают, оказывается, вот эти вот бред, бедуинский бред, вот, который неприемлем для чеченского народа. Бред, бедуинский бред, вот, который неприемлем для чеченского народа. Оказывается, вот эти вот бред, бедуинский бред, вот, который неприемлем для чеченского народа. Истинный демократ не может оскорблять чувства верующих. Никак не может. Вот такие дела, ребята. Так что держите ухо востро. Вот, не слушайте этих чумных бацилл. Вот поэтому, чеченцы, нахчи, господа, если мы сейчас не защитим ислам, то весь чеченский народ через какое-то время превратится в атеистов. И к тому же Запад добьет нас, ну, как отъявленных негодяев потом. Без сомнения, это исторический день, который все мусульмане ждали напряженно и с нетерпением долгие многие годы. И в нынешних условиях, когда существуют силы, заинтересованные в противопоставлении на этнической основе одних групп мусульман другим, особенно важна реализация в организационных формах сознания нашей духовной общности, нашего духовного единства, нашего братства, основанного на вере, на исповедании единого Творца. И то, что происходит сейчас, это наконец-то реализация той силы, той мощи, той благодати, которую, несмотря на все исторические противодействия, ислам всегда хранил в себе. И, наконец, это вот вышло, альхамдулиллах, наружу и дает нам возможность полноценно реализовывать наши религиозные и политические права. Вот, вы запомните это и прислушайтесь к мнению старика. Если бы в свое время Дудаев с Яндарбиевым прислушались ко мне и заключили бы с Россией ассоциативный договор, вот, проект которого я им привез в декабре 1991 года, то не было бы войны, не было бы 300 тысяч убитых, 42 тысячи детей убитых, вот, а все остальное население, калеки, или натуральные калеки, без ног, без рук там, и так далее, или психологические калеки. Вся чеченская нация нуждается в психологической реабилитации, кстати говоря. Вот. Дудаев с Яндарбиевым тогда охаяли меня так культурно. Вот. Дудаев сказал в присутствии там многих моих соратников, некоторые из них живы до сих пор, вот, что я смотрю на проблему через московские очки. Моих мусик, как он любил. Вот. Я ему, правда, тогда сказал: Жахар, мы в таком случае получим в каждую ноздрю. Вот. В таком случае получим в каждую ноздрю. Приветствую всех хороших, добрых и недобрых людей, и нехороших. Вот. И этот съезд снимал только вот, Кумык, личный оператор этого Дениева.
как я подсчитал, 4 группы. Личный оператор. Вот, пущены вот, для этих целей, опошлить чеченскую историю. Давайте мы рассмотрим предложение в порядке поступления. Товарищи, слушаю вас. Братья, если бы здесь присутствовали только мы, в первую очередь кровно заинтересованные учреждения нашего Исламского союза возрождения, у меня не было бы другого предложения. Я бы сказал, давайте, братья, продолжим съезд до тех пор, пока они не начнут нас стрелять или не начнут дубинками разгонять. Понимаете, среди русских можно жить вольготно. Главное, не делай им зла, и они будут тебе всегда добры. Вот я среди русских прожил полжизни. И жил там припеваючи, между прочим. Вот, ко мне русские относились с большим уважением. Потому что я им, когда мог, помогал. Там, когда я нуждался, они мне помогали. Человеческие отношения были нормальные. И сейчас тысячи, сотни тысяч чеченцев живут по всей России, живут припеваючи. Вот, поэтому, а судьба у нас одна. Ведь у нас общие враги, общие беды. И у русских, и у чеченцев. И русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены вмиг, буквально. Вот мы без русских ничто. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите. Вот. Это надо понять, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот как мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Мы просто закроем навсегда. Русские наши братья. Демократическая партия Джона Окюпахан. Маша и Алла. Удуга. Шайпахан Путин, цунти полностью дадел лишь. Чечен демократический партия. Полностью шунтир. Шевек шу вместе цан. Воуша уихкен, да? Цагерштир. В совокупности, полностью в вашей вот этом в комплекте. На всех. Зараз, короче, Чечен демократический партия, ну, дадела. Да, короче.
Хиллаш отползти, динашеешь полностью. Чуть в комплекте. За русский мир богшун, да? За весь русский мир. Вернее, всему русскому миру. За раз. Адаллах. Dedik koyun masaya marshal duşek masaya. Машо, да, Маш. Деды хан, ези. Руслан, буду тебя, Мокшан. Dik daha İbrahim. Dik tu devlet koy İbrahim. Ideolog. Да, bu işte odreskische san špigunešet, da visi ta špiguneš sun ta to bu odreskische to bol işte masana yukarı špigunešet полностью на автомате был бешит. С такими шпигунами вы русские как баи будете где-то там, как за каменной стеной. Ок шпигуны, что никогда, что садаете. Сахум дадо отводятся. И шпигуны, что истинально. Здесь надо отдать должное. Войска вообще как бы в стороне могут курить. В сторонке. Шпигуны сами будут разруливать все.